Придорожная торговля по-прежнему популярный способ заработать в нашем регионе. При этом об опасности такого бизнеса предприниматели чаще всего не задумываются. Вот, к примеру, вплотную к трассе идет торговля в сельском поселении Нестеровское. Выставлены фрукты, овощи и не только. С такими продавцами работники местной администрации в ходе рейда проводят разъяснительные работы. Это проезжая часть, здесь нельзя торговать. Вот, так я в дом, ну понятно, квартал, какая разница с Агарима, где сейчас, я об этом речь. После непродолжительной беседы продавец заверил, что соберет товар и покинет это место. Та же картина и в Карабулаке. Сотрудники местной администрации такие рейдовые мероприятия проводят регулярно. Многие предприниматели оформили необходимые документы на товар, однако все так же не соблюдают положенную дистанцию. Специалисты напоминают продавцу, что любая торговля на расстоянии ближе 50 метров строго запрещена. В прошлый раз мы с тобой разговаривали, чуть машину убрать надо будет. По ГОСТу не соответствует расстояние от дорожного полотна до точки. В принципе, остановка, замечание. Хамяс, Услан, ты когда месяц назад обновлял документ, да, у нас? Месяц назад, да? Желание реализовать свою продукцию практически на проезжей части объясняется просто. Продавцы хотят, чтобы их заметили, не думая о том, что могут стать причиной возникновения ДТП. Речь уже не идет о безопасности реализуемого товара. Машина, расстояние, прилавка должно быть от дорожного полотна по ГОСТу у нас, хорошо? Почему? Потому что, опять же, недавно мы ситуация, где машина латышхани, гирок, чтобы мы летели, и опять же, да, ситуация была, человек пострадал. Опять же, техника безопасности, соблюдать следующего и доудоваться. Есть и те, кто работает с соблюдением всех норм. Ридат Аушева ведет предпринимательскую работу уже много лет. Продает товар на разрешенной территории. На руках вся разрешительная документация. Штраф за торговлю в неустановленном месте для физических лиц составляет 4000 рублей. За повторное правонарушение взимаемая сумма увеличивается до 5000. Подобное мероприятие сотрудники администрации проводят для предотвращения нарушений, сохранения здоровья жителей и гостей региона. Не соблюдаются, опять же, ГОСТы на расстояние от дорожного полотна, опять же, до точки. Не соблюдаются, опять же, не идут, люди не оформляются, не становятся на упрощенку, не оформляют, опять же, самозанятость. У нас сейчас идет новый закон, мы имеем право именно по самозанятости их оформлять. И вот такие два таких ключевых момента, которые вот у нас люди любят нарушать. А так вот, вроде бы идем навстречу, проводится работа, у нас неплохо, с людьми контакт, находим общий язык. Такие мероприятия в районах республики проводятся ежегодно. Сотрудники рекомендуют жителям быть внимательными при приобретении продуктов в местах несанкционированной торговли, не покупать без наличия информации о производителе пищевого продукта. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.